Россети Северный Кавказ отремонтирует свыше 70 километров линий электропередачи в Ингушетии. Комплекс технических мероприятий будет реализован во всех 4 районах республики – Джайрахском, Сунжинском, Назрановском и Молгобекском. Энергетики в том числе заменят 11 километров ветхого провода на самонесущий изолированный. Он более надежен, устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. На окраинах сельских поселений Инарки и Псидах ликвидировали стихийные свалки. Свалки появляются по вине местных жителей, которые выбрасывают мусор в непредусмотренных для этого местах. Сотрудники ЖКХ привели загрязненные территории в надлежащий вид и призывают население соблюдать правила утилизации мусора, вывозить бытовые отходы на специализированные свалки и полигоны. В Горной Ингушетии продолжаются работы по фиксации и учету памятников истории и культуры. В эти дни работы проведены на архитектурных комплексах Говст, Харп, Морч и Ний. Одной из важных находок являются остатки старой разрушенной мельницы. Работы ведут сотрудники Джайрахско-Асинского музея-заповедника совместно со специалистами АСМ Групп. Партнерами проекта являются благотворительные фонды «Сафмар» и «Возрождение». Возможность появления льготной ипотеки для учителей обсуждает рабочая группа при Минпросвещения России. Сейчас такая мера поддержки есть лишь в некоторых регионах. К ноябрю 2024 года в правительство должны быть представлены детали новой федеральной программы и анализ возможностей ее введения. Депутаты Госдумы, в частности, предлагают, чтобы учителя получали кредит на жилье под 2% на срок до 30 лет. В профессиональном сообществе подготовку программы приветствовали, но не исключили, что более эффективной мерой стало бы развитие рынка социального жилья. Это позволило бы педагогам сохранять трудовую мобильность. Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил, что окончательное решение о поездке на игры в Париж еще не принято. 6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал регламент участия россиян и белорусов в играх в нейтральном статусе, в соответствии с которым им запрещено использовать национальную символику и участвовать в церемониях открытия и закрытия. Они будут выступать под белым флагом с черными буквами NPA. Ингушские лучники приняли участие в открытом чемпионате и первенстве по стрельбе из лука на Кубок главы Кисловодска. Соревнования собрали около 90 спортсменов из 8 регионов нашей страны. В состязаниях Муса Хамхоев занял первое место в классе КЛ «Бесприцельный», Магомед Сычоев удостоен второго места в классическом луке, Ислам Чепанов завоевал третье место в блочном луке, Молдин Баркинхоев также занял третье место в КЛ «Бесприцельный». Аслан Гайтукеев выполнил норматив кандидата в мастера спорта России, набрав 559 очков. Ингушетия примет участие в международной выставке МИД, которая пройдет в Москве с 19 по 21 марта. Республика под брендом Ингушетии представит минеральную воду Ачелуки в различном ассортименте, натуральный ингушский горный мед, местные фрукты, сувениры и изделия из рыбной кожи фирмы «Шади». Планируется также продемонстрировать видеофильмы о туризме и культуре, провести различные акции и лотереи. Посетители стенда смогут на месте подобрать тур и запланировать отдых в Ингушетии. Планируется также подписать соглашение о сотрудничестве в туристической сфере с Министерством экономического развития Ростовской области и Комтуризмом Татарстана. Об этом сообщил глава региона в своем телеграм-канале.